Торжественные мотивы гимнов нашей большой и малой родины открывают чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Более 70 спортсменов из порядка 20 регионов собрались у горного массива Кязи. С приветственным словом к участникам чемпионата обратился глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Все собрались, кто смог приехать в Республику Ингушетия. Для нас это большая радость, искренне. Во-первых, это пропагандирует здоровый образ жизни. Это в память нашей Албогачиевой, которая ушла от нас рано. Понимаете, много таких вещей, которые альпинисты рискованные, девушки, мужчины. Я вам просто желаю успехов, здоровья. Я думаю, что соревнования будут честными, открытыми. И думаю, что если будет закрытие, позволит время, я бы хотел с вами разделить, кто победит, конечно. Ну и кто там, второе, третье. Все-таки разделить с ними ту радость, которая есть. С прибытием вас, счастья, добра вам, берегите себя. Глава региона поблагодарил президента Федерации альпинизма России Алексея Слатюка за вклад в развитие этого вида спорта в нашем регионе. Алексей Анатольевич, это вам благодарность, что за организацию, за приезд в республику. И я думаю, что это всегда будет вас подстегивать, чтобы вы к нам чаще приезжали. Спасибо. Я от лица Федерации альпинизма России и от тех, кто занимается организацией альпинизма как такового, вас приветствую. Я считаю, что здесь собралась элита российского альпинизма. Это как раз те люди, которые присутствуют здесь перед вами. Это редкий случай, когда такое количество настоящих и даже великих, многие из них уже великие, альпинистов собираются в одном месте. Это большой праздник и для республики, и для альпинизма в целом, и для тех ребят, которые будут участвовать в чемпионате. В свою очередь Алексей Слатюк вручил главе республики почетную награду от Федерации альпинизма России. За заслуги в развитии альпинизма присваивается звание «Почетный альпинист России» главе Республики Ингушетия Калиматову Махмуду Али Макшариповичу. Получилось не очень хорошо, вы меня награждаете, я вас, но думаю, что нормально. Чемпионат России по альпинизму в техническом классе официально открыт. Покорители снежных вершин, бесстрашные скалолазы и горные экстремалы. Как только не называют этих отважных спортсменов. Каждый из них не один месяц готовился к этим соревнованиям и намерен идти до самого конца, точнее до пика. Приехал я из Ростова-на-Дону. Вы впервые у нас, расскажите? Да, я впервые на этих соревнованиях в скальном классе. Маршрут сложный, плюс еще ветер сейчас должен быть достаточно сильный, более 5 метров в секунду. Холодно, нужно сильнее одеваться на ночевке. Я думаю, что будут сложные ночевки на самом деле. А так технической работы мы не боимся. В республике я не первый раз. То есть еще позапрошлом году мы также были здесь. Участвовали во всех этих соревнованиях. И более того, я один из участников проектных работ альпинистского лагеря Кизи. Так что мы с Республикой Ингушетия знакомы давно, лично я. И рады, что здесь. В каждой команде от 2 до 4 участников, у которых спортивный разряд не ниже первого по классическому альпинизму. Всего участникам предстоит совершить несколько восхождений наивысшей категории сложности на вершины Кязи. Ее делит на главную и центральную часть. На этих вершинах, на двух, у нас 17 маршрутов. Есть 2 первопрохода. Поэтому скалы и гора Кязи, она относится к 6-й категории сложности, 6А. Поэтому и у нас проводятся так часто чемпионаты России, потому что альпинисты довольны, сложность большая и то, что им нужно. И поэтому я думаю, что вот эти дни будет борьба очень интересная. В этом году в регион съехалось на порядок больше команд, чем в прошлые годы. Организаторы отмечают, что такой порыв связан с предстоящими в этом году зимними Олимпийскими играми, которые пройдут в Токио. Сильнейшие альпинисты страны смогут не только побороться за звание лучшего в своем классе, но и насладиться прекрасными пейзажами горной Ингушетии. С каждым годом именно вот эта скала, вот эта гора и вот этот альплагерь приобретает больше известности, больше популярности приобретает в силу того, что и логистика сюда добраться прямо вот. Вы сами видите, выйти с палатки и через 10 минут у подножия этой скалы. Наверное, остается поприветствовать всех участников, всех гостей этого мероприятия.
Сегодняшний день как нельзя лучше располагает к свершениям, отмечают участники. Но опытные спортсмены понимают, погода в горах меняется за считанные минуты. На покорение вершины Кязи альпинисты выдвинутся во вторник с самого утра. На пути к победе эти смельчаки готовы к любым испытаниям. В республике чемпионат по альпинизму в техническом классе пройдет уже в 3-й раз. В прошлом году в нем приняли участие 15 команд, которые прошли 6 маршрутов повышенной сложности на горе Гайкомт. Нужно отметить, что альпинизм и скалолазание с 2018 года являются одними из приоритетных направлений и включены в концепцию развития спорта Ингушетии. Будем следить за дальнейшим развитием чемпионата, и пусть победит сильнейший. Михаил Тангиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.